Первый день после введения комендантского часа в Бишкеке. Десятки задержанных, блокпосты в городе, проверка путевых листов, новые требования властей. Тем временем учителя записывают уроки для своих учеников в студиях государственных каналов. У нас каждый день мы идем как на сцену, поэтому, конечно, волновалась. Но что делать? Надо как-то выходить из положения. В Алматы введен новый режим. Многие люди не получат ранее обещанную помощь от государства. Тем временем в Нур-Султане полагаются на волю Аллаха и активно занимаются спортом. Сейчас здесь жизнь как будто замерла. Все заведения закрыты, а вокруг ни души. Сотни граждан Узбекистана не могут попасть домой. Граница закрыта, чиновники обещают, МИД решит их проблемы. Что делать прямо сейчас, непонятно. Нам необходимо спокойно дождаться решения властей Узбекистана. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Власти Кыргызстана просят экстренную финансовую помощь у Азиатского банка развития. С такой же просьбой президент Сооронбай Жээнбеков обратился и к Международному валютному фонду. Количество зараженных коронавирусом со вчерашнего дня в Кыргызстане не изменилось. Это 44 человека, 3 города и 3 района страны второй день живут в режиме чрезвычайного положения. О том, как прошла первая ночь комендантского часа в Кыргызстане и что сейчас происходит в Бишкеке, узнаем у нашего корреспондента Дарьи Тимофеевой. Даш, привет. Спокойно ли было ночью в Кыргызстане вчера? Шавкат, привет. Ни о каких серьезных происшествиях за эту ночь сообщений не было, но не обошлось без нарушения комендантского часа. В разных районах республики, где введен режим чрезвычайного положения, были задержаны 320 человек. Основная масса нарушителей были в Бишкеке. Со всеми ими проведена разъяснительная беседа, после чего, как завершился комендантский час, их всех отпустили домой. Даша, а как сегодня ситуация? Я вот сегодня, например, нормально до работы добраться не мог. А вот сейчас что происходит? Расскажи. Но если говорить конкретно про данную минуту, то в городе практически нет людей, машин. Мы так быстро до центральной площади никогда не добирались. Что касается утра, то с трудностями столкнулся ты не единственный. С утра на улицах Бишкека были выставлены блокпосты, на удивление многих горожан. Вот нашей съемочной группе, можно сказать, повезло. Нас пропустили через этот блокпост, и мы спокойно добрались до работы. На руках у нас был вот такой вот маршрутный лист. Это сейчас обязательный документ. В нем мы заполняем причину, по которой мы вышли из дома и на какое время. И также вот мы, журналисты, сейчас перемещаемся еще по городу со справкой о занятости с места работы, где говорится, что мы не можем работать удаленно из дома. Но многие наши коллеги, как и ты, как и сотни других горожан, даже с таким пакетом документов сегодня не смогли добраться до нужного места. Центральная часть столицы была оцеплена, милиционеры не объясняли причин. Разъяснили все власти уже ближе к полудню и сказали, что подобные меры они приняли для проведения санитарной обработки, дезинфекции улиц. Мы перемещались, к слову, из одной части города в другую. Санитарных машин мы не встретили, но было видео, где обрабатывали центральные рынки. Люди по-разному относятся к подобным мерам, и их мнение мы можем услышать прямо сейчас. У меня кредитные договора с 2 банков, свидетельство, индивидуальный предприниматель. Вот что мне делать? Пешком в 3 банка ходить? Город надо огородить от подобных явлений, то есть это я считаю, что это не настолько опасное заболевание, но лучше ее предотвратить. Только пешком, говорит. А мне жену надо на перевязке после операции возить. Пишу маршрутные листы. Во-первых, это для своей безопасности, потому что я не хочу иметь каких-то проблем с правоохранительными органами. Это моя жизнь. Чтобы я себя спасти, я должен сидеть и соблюдать все это правила. В борьбе с коронавирусом власти предпринимают все больше и других мер. Так закрывается все больше учреждений. Чиновники просят ограничить количество сотрудников, даже коммунальные и муниципальные службы. Работают только продуктовые магазины, аптеки и больницы. Там просят клиентов соблюдать дистанцию. Ну и главное требование властей – это самоизоляция. Об этом они повторяют, это говорят постоянно. Даш, большое тебе спасибо. Всего доброго.
Пока школьники находятся на каникулах, бишкекские учителя записывают для них видеоуроки. На следующей неделе дети должны были начать учиться, но из-за вспышки коронавируса им придется делать уроки дома. Как кыргызстанские учителя в авральном режиме буквально на коленке создают учебные телепередачи, расскажет Джибек Бигалеева. Смену. От звонка до звонка. От звонка до звонка. 2 смены. Молодцы. Можно поспать, да? Ну как, Лен? Отлично. 40 минут перед камерой словно отвела целых 4 урока. Объяснять детям, как делить дроби через экран, говорит математик Ирина Юрьевна, намного сложнее. И дело вовсе не в стеснении. У нас каждый день мы идем как на сцену. Вот. Поэтому, ну, конечно, волновалась. Но что делать? Надо как-то выходить из положения. Школьников Кыргызстана отпустили под домашний карантин. Для того, чтобы они совсем не отстали от программы, лучших учителей Бишкека пригласили на Госканал. В студии, где записываются политические ток-шоу, сегодня учат делить и умножать. Передачи делаются на скорую руку. Декораций нет, грим учителя накладывают сами. Условия походные. Я немножечко дорабатываю свой урок, так как условия вот такого быстрого снятия, ну вот, как это объяснить даже, мы заранее не знали, какова студия. Мы пришли сюда и увидели то, что мы увидели. Но к таким условиям кыргызстанским преподавателям не привыкать. Говорят, главное, чтобы дети не отстали от программы, иначе сдвинется расписание на весь следующий год. Единственная сложность, считает Наталья, не видеть глаз детей. Наши дети – это та аудитория. Да, она маленькая, но она живая. И она эмоциональная, и, может быть, даже приходится более быть на уроке, более гибким, нежели здесь, в студии телевидения. Домашние задания детям учителя будут отправлять онлайн, через специальные платформы или мессенджеры. У каждого школьника будет собственное задание. Теперь проблема, как бы дети не начали списывать. Думаю, что списывать они сейчас как раз-таки не будет. А не у кого списать, они же все сидят каждый у себя дома. Но если только родители будут помогать, и интернет. Но задания-то созданы индивидуально. Ну, списать будет сложно. Хотя можно. В первые дни преподавателей в студию возили на автобусах мэрии. Но потом машины у учителей отобрали. Транспорт в дни чрезвычайного положения в городе не ездит. Как будут добираться в студию педагоги теперь, непонятно. Джибек Бигалеева, Азат Антумаков. В настоящее время Азия, Бишкек, Кыргызстан. Но в то время как тема COVID-19 беспокоит весь мир, некоторые кыргызстанские лидеры выдвигают собственные гипотезы о коронавирусе. Джазгуль Гимбердиева объяснит, почему важно относиться к ним критически. Водка лечит, коронавируса якобы не существует. Жертвоприношения помогут избавиться от напасти. Вирус придуман самопровозглашенным богом. Вот такие гипотезы выдвигают некоторые кыргызстанцы о COVID-19. Вы видите дважды кандидата в президенты Кыргызстана, а также неоднократно самопровозглашенного бога. Я новый бог, потому что Вселенная так решила. Чуть позже новоявленный творец делает еще одно забавное заявление. Мол, коронавирус якобы придумал лично он, после чего намеренно направил его в Китай. Я начал с Китая, потому что нам мешает не Россия, не Европа и не Америка. Китай мешает. Во-первых, отобрал кыргызскую землю Зонгукуш. Во-вторых, в 3 раза дороже обеспечил реконструкцию ТЭЦ. Дороги строить дорого. Также он заверил, что вирус до Кыргызстана не дойдет. К сожалению, дошел. Число зараженных COVID-19 перевалило за 40 человек. Кроме Арстана Алая, в Кыргызстане есть еще и самопровозглашенная вдохновительница всей планеты. Так называет себя блогер Гульзат Мамытбек. Поддержит тебя твой кыргыз-брат! Поддержит тебя и Гульзат Мамытбек! Вдохновитель планеты! Крутой человек! У Гульзат 500 000 подписчиков в Инстаграм, которых она призывает не верить в существование коронавируса. Это чей-то огромный, крутой проект. Кто-то сделал так, чтобы быстро слух прошелся про какой-то там вирус страшненький, и чтобы все акции на биржах упали, и какой-то красавчик взял эти акции, выкупил по вот такой цене, сейчас по вот такой цене продает. Ты понимаешь? Самая обсуждаемая тема в кыргызстанском парламенте тоже COVID-19. Кого-то из нардепов всерьез беспокоит само название коронавируса. Все вирусы в истории человечества назывались биологическими терминами, а у этого вируса политическое название – корона. Корона. Еще один слуга народа уверен, что кыргызстанцев не спасет медицинская маска. Нужно прибегнуть, цитирую, к кыргызской марке.
Самое главное, надо поднимать иммунитет и настроение. Что нужно, чтобы иммунитет не понизился? Конечно же, это калорийная еда, кыргызский бешбармак, и если говорить шутя, то пить немного водки. Вот так мы и победим трудности. А вот кыргызстанское мусульманское духовенство даже провело обряд жертвоприношения. Зарезали в Бишкеке 2 теленка, а также обещали провести точно такие же мероприятия во всех регионах, чтобы предупредить распространение вируса в стране. Но и это не спасло республику от проникновения COVID-19. По факту, десятки стран мира, в том числе и Кыргызстан, объявили режим чрезвычайного положения. Закрываются границы, запрещены все общественные мероприятия. Всемирная организация здравоохранения призывает четко следовать ее рекомендациям и соблюдать личную гигиену. Именно поэтому важно критически относиться к любым антинаучным заявлениям, даже известных людей. В Казахстане подтверждено уже 109 случаев коронавирусной инфекции. Власти вводят новый режим карантина. Что это такое, расскажет наш корреспондент в Алматы Шолпан Оразбекова. Шолпан, привет. Объясни, пожалуйста, что из себя будет представлять новый карантинный режим, к чему нужно быть готовым казахстанцам? Привет, Шавкат. Я начну с хороших новостей. Сегодня Минздрав сообщил, что уже два человека выздоровели, кто ранее был заражен коронавирусом, но, правда, выписаны они будут только завтра. При этом карантин продолжается, и с сегодняшнего дня, например, в Алматы, вводится новый режим. Это означает, что работать будут только продуктовые магазины и аптеки, и то до определенного времени. При этом о комендантском часе чиновники еще не говорят. Я предлагаю послушать замглавы города Алматы на этот счет. Ранее были закрыты крупные торговые, непродовольственные торговые рынки, торговые центры, развлекательные центры, в сфере услуг салона красоты, спа-центры. А также были переведены работа ресторанов и общепит в новый режим, только работают на вынос и до 22:00. Таким образом, с завтрашнего дня вступает новый режим центров, объектов и аптек. Все объекты торговли и услуг должны закрываться. Шолпан, на прошлой неделе власти обещали поддержать население и предпринимателей деньгами. Люди уже получают какие-то выплаты? Ты знаешь, Шавкат, я вот буквально сегодня была в центре занятости Алматы, где собрались свыше 20 человек, каждый со своими претензиями. Эти люди, по их словам, те же обещанные 42 тысячи, примерно $95, которые ранее Токаев заявлял, что будут выплачены людям, которые не могут работать во время карантина, либо потеряли какую-то прибыль. Получить эти деньги на деле оказалось очень сложно. Нужно собрать немало справок. Я предлагаю, давайте послушаем, что говорят люди. Я пришла 2 часа назад, стояла в очереди, потом мне говорят, что 42 500 тенге я не могу получить, потому что... Подождите. Потому что я не могу, у меня нет пенсионных отчислений. Сам Токаев сказал, что мы достаточно прийти в центр занятости, написать заявление и предъявить удостоверение. Но почему вы требуете пенсионные накопления, я не понимаю. То есть я хочу сказать, что отметить, что эти деньги могут получить только те, кто докажет, что делали пенсионные взносы на протяжении 12 месяцев. Но почему-то правительство не учло, что очень много самозанятых людей, те, которые, например, торгуют на рынках, грузчики, таксисты, в большинстве случаев такие люди пенсионное отчисление не делают. Но при этом власти сегодня, кстати, отметили, что сейчас рассматривается еще одна программа по поводу оказания материальной помощи таким людям. Но в данный момент собираются списки людей, кому уже будут, по домам разносить пакеты с продуктами. Я вот сейчас предлагаю послушать как раз-таки сотрудника Центра занятости Алматы. Если нет выплат, если человек находится в крайне тяжелой ситуации, у нас сейчас проводится работа по продуктовым наборам, обеспечением нуждающихся лиц. Первая категория – это малообеспеченные лица, вторая категория – это инвалиды первой и второй группы, далее одиноко проживающие пенсионеры, по ним по всем идет первоочередная отработка.
Но несмотря на введение нового режима, например, в Алматы, люди, вот я сегодня замечаю, что люди продолжают ходить на работу, по магазинам, либо гулять с детьми на улице. Но это не все. Часть из них все-таки, большинство просит введения комендантского часа. Они надеются, что это, если люди будут сидеть дома, это их обезопасит. Шолпан, большое тебе спасибо и до свидания. А главный город Казахстана уже неделю как в карантине. Улицы Нур-Султана практически опустели. Многие сидят дома без работы. Из города никого не выпускают. Как себя чувствуют местные жители в такой обстановке, выяснял Ернур Дошанов. 7-й день карантина. Столица не похожа сама на себя. Людей на улице в разы меньше. Такая же картина и с автомобильным трафиком. Многие лишний раз не рискуют и сидят дома. Набережная – одно из самых популярных мест столицы. Обычно в будни здесь можно было встретить сотни людей. Кто-то просто прогуливался, а кто-то сидел здесь, к примеру, на летниках и спокойно попивал себе кофе. Но сейчас здесь жизнь как будто замерла. Все заведения закрыты, а вокруг ни души. На карантине каждый развлекает себя чем может. Правда, домашний режим выдерживают не все. Некоторые позволяют себе выйти на прогулку. И то на полчаса, и при этом держатся подальше от других людей. Ну, дома сидим. Никуда не ездим. Дома в основном. На прогулке вот так вы ходите? Да, потому что с ребенком нужно подышать свежим воздухом. Ну и нам самим нужно. А как в целом карантин проходит? Весело. Ходим, гуляем с собакой. Все весело, неважно. Да. Чем занимаетесь на карантине? Например, с работы? Йогой. Ну да. Мы читаем, саморазвитием занимаемся, йогой занимаемся дома. Многие запаслись масками, санитайзерами, моют руки по несколько десятков раз в день. Но есть и те, кого эти меры безопасности особо не волнуют. И вот почему. На все воля Бога. Значит, на него только надеетесь, да? Да. Что примечательно, благодаря карантину многие наконец-то нашли время для спорта. Жители активно выходят на пробежки. Именно на спортивных площадках можно увидеть основное скопление людей. Не скучает столица и после захода солнца. Некоторые балконы ночью превращаются в импровизированные концертные площадки. Жильцы поют и играют на музыкальных инструментах. Неспокойно в эти дни лишь на окраинах столицы. Несмотря на блокаду, то и дело в город окольными путями пытаются попасть люди из отдаленных поселков. Их сразу задерживают военные. Сядь, брось телефон, говорю. В таком режиме жителям столицы еще предстоит прожить чуть больше 2 недель. Как анонсировали власти, карантин продлится до 15 апреля. Но его, скорее всего, продлят, учитывая стремительное распространение коронавируса. Именно столица сейчас в лидерах по числу зараженных. Ернур Дошанов, Ганизат Оспанов. Настоящее время Азия. Нур-Султан. Смотрите далее в нашей программе. Сотни граждан Узбекистана не могут попасть домой. Граница закрыта, чиновники обещают, МИД решит их проблемы. Что делать прямо сейчас, непонятно. Нам необходимо спокойно дождаться решения властей Узбекистана. Вы смотрите программу «Азия». Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане достигло 60 человек. 4 в тяжелом состоянии. В карантине находится более 28 тысяч человек. Власти ожидают ухудшения развития ситуации, поэтому экстренно строят 3 больницы в Ташкентской области. В свою очередь, мест в обсервации для тех, кто приезжает из-за рубежа, не хватает, рассказывает Адилет Бектурсунов. Сотни узбекистанцев застряли на контрольно-пропускных пунктах на узбекско-казахской и узбекско-кыргызской границе. Узбекистанские пограничники со вчерашнего дня полностью закрыли въезд на свою территорию. По информации радио Озадлик, на КПП сейчас скопилось около 700 человек. Больше всего людей на постах Тажен и Жибек-Жолы с казахстанской стороны. Накануне узбекистанские пограничники сделали поблажку и пропустили через границу стариков и женщин с маленькими детьми. Посол Узбекистана ведет переговоры с правительством. Здесь нам не нужны беспорядки и лишний ажиотаж. Нам необходимо спокойно дождаться решения властей Узбекистана. Мы сейчас у пропускного пункта Дуслик. Узбекистан не принимает своих граждан, но кыргызстанцам дают выехать из Узбекистана. Кыргызские пограничники сказали, что как только Узбекистан начнет принимать людей, то нас сразу же пропустят. Причина ужесточения пропускного режима на узбекистанских КПП – отсутствие мест в карантинных зонах. За предыдущие 2 суток около 1500 перешедших границу поместили в обсервацию. Радио Азадлик сообщает, что узбекистанцев пропустят на родину, как только будут
будут подготовлены новые места. Помогают застрявшим людям узбекские землячества в Казахстане. Накануне общество «Дуслик» доставило узбекистанцам на КПП Жибек-Жолы еду. Мне позвонили из посольства Узбекистана. Я лично поехал на КПП Жибек-Жолы и встретился там с узбекистанцами. Мы повезли туда еду, купленную на пожертвование 4 женщин, посетивших святыни в Мекке. Среди узбекистанцев, скопившихся на узбекско-казахстанской границе, имеется 47 граждан Таджикистана. Тем временем власти Узбекистана начали эвакуацию своих граждан, застрявших в российских аэропортах. Накануне спецборд доставил из Москвы 249 узбекистанцев. Правда, не в Ташкент, как планировалось ранее, а в Бухару. Согласно введенному чрезвычайному положению, всех прибывших разместили в 2-недельный карантин. Всего же правительство Узбекистана организует 12 чартерных рейсов для возврата людей на родину из России. США на 3-м месте по числу заболевших COVID-19, там 55 тысяч инфицированных, а президент Дональд Трамп планирует отменить экономические ограничения к католической Пасхе. Подробности у Дарьи Кудрявцевой. Центральный парк Нью-Йорка. Жители города гуляют и занимаются спортом, как и в обычное время. В масках ходят не все, но стараются держаться друг от друга на расстоянии. Я не просто переживаю из-за пандемии. Я на самом деле что-то с этим делаю. Я призываю всех членов моей семьи остаться дома. Моей маме уже за 80, и она находится под строгим контролем. Мы ее очень любим. Пожалуйста, оставайтесь дома, не выходите. Число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк удваивается каждые 3 дня. Пик вспышки может наступить через 2-3 недели. Власти штата говорят о нехватке медоборудования и больничных коек для заболевших коронавирусной инфекцией. У нас самый высокий и самый быстрый уровень заражения. То, что случится с Нью-Йорком, в конечном итоге случится с Калифорнией, штатом Вашингтон и Иллинойсом. Это вопрос времени. О возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в США говорят и во Всемирной организации здравоохранения. Там считают, что страна может стать новым глобальным эпицентром пандемии COVID-19. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп надеется, что сможет снять экономические ограничения, введенные из-за пандемии, к 12 апреля. В этот день отмечается католическая Пасха. Пасха – особенный день по многим причинам. Для меня, для многих наших друзей – это особенный день. Какое это будет замечательное время. Через несколько часов после заявления Трампа в Конгрессе США согласовали масштабный пакет помощи объемом в $2 триллиона. В него входят пособия по безработице, поддержка бизнеса, увеличение финансирования больниц. Это поможет обезопасить нашу экономику, стабилизировать ключевые национальные отрасли промышленности и, конечно же, окажет серьезную помощь больницам и поставщикам медицинских услуг. Помимо нехватки медоборудования из-за растущего числа заболевших коронавирусом, медики в стране заявляют о дефиците крови. В Калифорнии работники Красного Креста призывают граждан не отказываться от донорства. Это на самом деле безопасно. Мы очень хотим, чтобы люди приходили. Мы измеряем людям температуру, чистим все вокруг, как вы могли заметить. Каждый раз, когда донор уходит, мы чистим столы, руки, оборудование. Мы предпринимаем все меры, что можем. По данным Американского центра по контролю и профилактике заболеваний, в стране растет число заболевших коронавирусом среди молодых людей. Так, 1 из 5 случаев заражения приходится на возрастную группу от 20 до 44 лет. Также в стране уже зафиксировали первую смерть несовершеннолетнего от COVID-19. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Знакомьтесь, это Анна Бетц, а это Анастасия Дзюба. А вместе они основательницы бренда Must Have. Must Have – это первый украинский масс-маркет женской одежды. Платье Must Have можно увидеть на Кате Асачи, на Джамале, на Наталье Могилевской. С какими европейскими гигантами масс-маркета сегодня конкурирует Must Have? Когда и почему падал спрос на этот бренд? И какой канал сбыта продукции является более эффективным? 6 марта, 17:10. Какая вода? В течение многих часов идет ржавая вода безостановочно. Ну вот мы на днях налили воду. И вот результат этой воды. Готовим абсолютно все на этой воде, потому что
из-под крана использовать воду невозможно. Этот вопрос